Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию вебинаров по разбору особенностей контрольно-измерительных материалов всероссийских проверочных работ. Мы с вами уже посмотрели всероссийские проверочные работы 8 и 11 классов. Сегодня мы с вами рассмотрим особенности заданий и попробуем остановиться на изменениях по сравнению с прошлым годом контрольно-измерительных материалов по всем предметам 5-7 классов. Для начала я позволю себе остановиться, представиться забыла. Зовут меня Наталья Николаевна Исаева. Если возникнут какие-то вопросы, то вся необходимая контактная информация представлена на слайде. Милости просим в стены нашего института. Для начала хочу напомнить вам, что на территории Российской Федерации существует единая система оценки качества общего образования. Вы видите все оценочные процедуры, которые входят в это, собственно, в эту систему. Вы можете посмотреть более подробную информацию, ссылочка дана, презентация, пресс-конференция Рособорнадзора, и слайд, собственно, взят. И посмотрите, фактически наши обучающиеся подвергаются разным типам исследований. Это и опросы, и анкетирование, это и тотальные процедуры, такие как, к ним, кстати, мы можем, наверное, добавить и республиканские проверочные работы, всероссийские проверочные работы и, конечно же, итоговую аттестацию 9 и 11 классов. И выборочные исследования, которые фактически мы говорим про НИКО, как правило, да, она касается нас с вами. И не забываем о том, что с апреля 2020 года по плану-графику, в соответствии с планом-графиком, нас с вами ожидает еще и проведение мониторинга функциональной грамотности, о котором мы тоже с вами говорим регулярно. Посмотрите, в результате этих оценочных процедур выстраивается рейтинг и школ внутри муниципалитета и региона. И фактически мы говорим о том, что региона, Россия, и не только рейтинг, но и, собственно говоря, мы в данном случае будем упоминать о качестве построения работы, в том числе и качестве общего образования. Фактически мы говорим о том, что на основе всех оценочных процедур выстраивается в том числе и различные аналитические данные, рекомендации, и принимаются управленческие решения, которые мы с вами на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, конечно же, на уровне управления образованием муниципалитетов и на уровне управлений образовательными организациями. Коллеги, мы знаем, что оценка качества базируется на необходимых нормативно-правовых актах. Это и федеральные проекты, и постановления правительства, и показатели. И вы видите, какие, собственно, результаты из тех или иных оценочных процедур и из тех или иных нормативно-правовых актов мы с вами можем почерпнуть. Советую вам с ними ознакомиться, потому что действительно необходимые для работы документы. Если мы посмотрим всероссийские проверочные работы в целом, а я напоминаю, что эти данные взяты с официального сайта Рособорнадзора, и фактически посмотрите количество субъектов Российской Федерации, вы видите, что все субъекты принимали участие. Мы с вами говорим о том, что, посмотрите, более 24 миллионов работ было написано в прошлом году. Причем количество участников у нас составляло более 6 миллионов. И почти 40 тысяч образовательных организаций. То есть все те процедуры, вы представляете масштаб этих процедур. Если мы переходим уже от российских показателей на показатели Республики Коми, тогда мы говорим о том, что мы с вами уже про это проговаривали, что на сегодняшний момент перед нами стоит задача, перед институтом и всем педагогическим сообществом республики стоит следующая задача: выстраивание вертикали системы оценки качества, начиная с федерального уровня, через республиканский, муниципальный и до уровня образовательной организации, и в образовательной организации до каждого педагога и каждого обучающегося.
Эта система выстроена, вот, и она представлена здесь на слайде, я не буду останавливаться. Единственное, хочу напомнить в очередной раз, что, а, собственно, Институт развития образования, Коми Республиканский институт развития образования по результатам оценочных процедур ВПР прошлого года провел колоссальную аналитическую работу, где выявил основные особенности, затруднения и ошибки по всероссийских проверочных работ прошлого года по всем предметам, всем классам. С этими результатами вы можете ознакомиться по определенной ссылке, она будет далее. И, кроме того, на сайте Института развития образования в разделе «Оценка качества». Вы смотрите, фактически на узнаваемой достаточно диаграммке мы видим, что наш ребенок, а я из своего педагогического прошлого забрала такую привычку называть обучающихся детьми, поэтому простите меня за такие оговорки, начиная с дошкольного образования, подвергается колоссальному количеству различных оценочных процедур. И уже сейчас у нас с вами начинается, вы помните, со следующей недели начинаются всероссийские проверочные работы уже в 11 классах, то есть вот они, собственно. При этом необходимо, и не устану об этом повторять, формировать позитивное отношение всех участников образовательного процесса к оценочным процедурам. Коллеги, особенно если мы говорим про ВПР, РПР и иные. Понятно, это в меньшей степени, конечно, касается государственной итоговой аттестации, о чем я. Я говорю о том, что цель ВПР и республиканских проверочных работ выявить те пробелы знаний, которые существуют у наших обучающихся, и по итогу этих выявленных пробелов доработать, выстроить, возможно, индивидуальное сопровождение обучающегося и, собственно, более качественно подготовить его и к итоговой аттестации, и, собственно говоря, вообще к жизни, возможности применять данные сведения в своей уже дальнейшей жизни для решения каких-то функциональных задач. В данном случае мы говорим о том, что не только у учеников, но и у родителей тоже нужно формировать позитивное отношение. Посмотрите, всероссийские проверочные работы, если мы говорим про Республику Коми, то вы видите в разрезе муниципалитетов диаграммка представлена на 2019 год. Вы видите, что если в 2015 году у нас, и эта диаграммка уже была, в общем-то этот слайд был уже в разборе предыдущих особенностей контроля измерительных материалов, поэтому пробегусь по нему. Если мы говорим, что в 2015 году, когда данная процедура впервые прошла в Республике Коми, ей подверглись только обучающиеся 4 класса по 2 предметам, это русский язык и математика, и вы видите, что было написано примерно 18 тысяч работ, то в 2019 году уже 6 параллелей классов по, соответственно, до 28 предметам написали свыше 200 тысяч работ. Но особенность прошлого года заключается еще и в том, что помимо проведения процедуры оценки качества, оценки результатов всероссийских проверочных работ, на этапе анализа данных вышли такие показатели, как образовательной организации с признаками необъективности результатов. Вы видите эти причины необъективности всероссийских проверочных работ. Это завышенное значение среднего балла ВПР, несоответствие результатов ВПР и отметок общеобразовательной организации. Вы видите, что результаты выполнения ВПР заметно выше средних результатов по региону, при этом образовательная организация не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, полученные результаты
не подтверждается высокими результатами на ОГЭ и ЕГЭ. Резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к следующей. То есть если в 4 классе показывали плохие результаты по данному предмету, в 5 наоборот завышенные, замечательные, там чуть ли не 100% качества знания, либо же резко наоборот, да, но и результаты выполнения простых заданий ниже в среднем по региону, а выполнение сложных заданий выше. Это тоже один из признаков необъективности. В этой связи, знаете, буквально вчера вечером прочитала обращение одного педагога к своим обучающимся, который напутствует их при написании ВПР. И напутствие меня несколько, скажем так, удивило, порадовало и привело в замешательство. Он им пишет: необходимо написать ВПР не хуже и не лучше, где-то так же, как вы учитесь. Коллеги, наверное, это не совсем корректная установка при детям перед написанием всероссийских проверочных работ. Если результаты всероссийских проверочных работ не соответствуют среднему баллу обучающегося, либо не соответствуют тем отметкам, которые вы выставляете в ходе своих оценочных процедур, то, коллеги, это вопрос не к детям, а вопрос к нам с вами. Где же наше то упущение? Где те разночтения? Возможно, мы с вами засчитываем по-разному баллы. Такой тоже вариант возможен. Новые типы заданий всероссийских проверочных работ и изменение формата проведения, что наши обучающиеся не привыкли к такому формату. Да, тоже есть. Но тем не менее, коллеги, начиная с ноября месяца 2019 года на новостных сайтах и на сайтах Министерства просвещения, и на ФИПИ, и на ФОЕГЭ, ФОВПР и различные другие интернет-ресурсы предлагали нам возможность знакомиться и с демо-версиями всероссийских проверочных работ, и, соответственно, мы имели возможность обсудить с обучающимися те типы заданий, которые им предстоят. Поэтому вот эта картинка, когда, посмотрите, у нас с вами количество муниципалитетов, где выявлены образовательные организации с признаками необъективных результатов, осталось неизменным, но возросло количество образовательных организаций. Давайте мы постараемся, чтобы так провести оценочные процедуры. А почему я говорю именно провести оценочные процедуры? Чтобы этих образовательных организаций было меньше. Итак, посмотрите. В ходе проверки, коллеги, если возникают какие-то вопросы, мы всегда говорим о том, что образовательная организация, особенно если мы говорим о таких предметах, где не один предметник. Понятно, что химики, биологи, географы, как правило, это один преподаватель, потому что нагрузка часов невысокая. Но если мы говорим про такие предметы, как иностранные языки, физика, история, обществознание, русский, математика. Коллеги, сядьте между собой, соберитесь с преподавателями, сядьте и обсудите критерии оценивания. Посмотрите внимательно, что проверяется, каким образом проверяется и что засчитывается за верный либо неверный ответ. Потому что в ходе перепроверки всероссийских проверочных работ 97% работ в 97% работ были зафиксированы необъективные результаты. Опять-таки же причин может быть много. Причины могут быть разного толка. Это либо разночтение, разное понимание критериев оценивания. Хотя вы прекрасно помните, что там в принципе все очень прозрачно написано. Либо же молодые неопытные наши коллеги, проверяя всероссийские проверочные работы, по незнанию ставят не те баллы. Коллеги, давайте постараемся, чтобы в этом году у нас таких сложностей не возникло. И вы видите, что третьим пунктом образовательная организация должна обеспечить объективность. Посмотрите, оценить работы всех участников в случае необходимости, консультируясь с коллегами. То есть не сомневайтесь, это ведь не государственная итоговая аттестация, где проверяющие не могут между собой консультироваться. Но даже там есть возможность подойти к ведущему специалисту. В данном случае вы можете консультироваться между собой
правильно ли вы поняли, и ничего зазорного в этом нет. Ну и, конечно же, вы видите, что последний пункт проанализировать результаты, типичные ошибки. Вы это сделали, я надеюсь, и в прошлом году, и те типичные ошибки, которые были выявлены, в этом году уже не будут допущены. И, соответственно, если будут выполнены вот эти вот 4 несложных шага, то и перепроверка в образовательной организации всероссийских проверочных работ не понадобится. Управленческие механизмы. Вы видите, что необходимо было проанализировать всероссийские проверочные работы, их итоги. Я надеюсь, что вы все это сделали, поэтому я на этом останавливаться не буду. Презентация у вас будет, поэтому можете изучить более подробно. Есть, вы видите, уже утвержденный, это не проект расписания, у нас есть приказ Министерства образования, Министерства просвещения Российской Федерации номер 1746 от 27 декабря 2019 года, где уже утверждено расписание всероссийских проверочных работ на 2020 год. Мы помним с вами, что данные всероссийские проверочные работы в классах, которые мы сегодня с вами будем рассматривать, проводятся во вторник или четверг, и в определенные, вы видите, стоят определенные недели. То есть через фактически меньше месяца у нас с вами осталось до начала оценочных процедур. Итак, наших с вами пятиклассников ожидает 4 предмета проведения всероссийских проверочных работ. 6 класс уже 6 предметов, 7 классы 8 предметов. Регламент проведения. Вы помните, что проводить проверку знаний только по утвержденному расписанию. Вы не имеете права переносить дату проведения. При этом график должен составляться так, чтобы для каждой дисциплины отводился отдельный день, то есть не должно быть 2 дисциплины в один и тот же день. Только по определенному временному регламенту, который составляет от 45, в данном случае не больше 45 минут, в зависимости от выполняемых заданий и предметов. Но мы с вами знаем прекрасно, что по ряду предметов в некоторых классах регламент составляет и 60, и 90 минут, вы видите. Кроме того, обеспечивать контроль за написанием контрольных работ. Всероссийских, в данном случае это будет проверочная работа. В данном случае учитель должен исключить возможность ученикам пользоваться интернетом, учебниками, либо другими шпаргалками. Но и кроме того, мы говорим о необходимости присутствия общественного наблюдателя, который также будет следить за выполнением всероссийских проверочных работ. Итак, коллеги, очень кратенько я постараюсь пробежаться по тем особенностям всероссийских проверочных работ по классам. 5 класс, 4 предмета. Вы видите, что временные рамки от 45 до 90 минут. Русский язык, математика отводится по часу. Русский язык 12 заданий, притом в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. И вы видите, что сложность в том, и обратите внимание обучающихся на то, что есть задания с развернутым ответом, а есть задания, где предполагается только ответ в виде слова либо словосочетания. Обратите, пожалуйста, внимание. Математика 14 заданий. В некоторых необходимо записать только ответ. Вы видите, что в одном задании, в одной части задания требуется изобразить элемент рисунка. И в определенном количестве заданий, вы посмотрите, задания 6, 9, 10, 14, требуется записать решение и ответ. Коллеги, обращаю ваше внимание на то, что решение необходимо для получения определенного количества баллов. Если не будет решения, то ответ в некоторых заданиях просто не засчитывается. А даже если засчитывается, то ребенок теряет колоссальное количество баллов. Далее, посмотрите, в данном случае на математике в 5 классе нельзя пользоваться вообще ничем. История. Сложностей тут никаких. Единственное, как обычно, 2 части, как и во всех других классах. 8 заданий для 5-классников вполне реально справиться. В этом году нам предлагают задания 7 и 8, те, которые посвящены истории родного края. Нужно описать исторического деятеля, но мы все с вами прекрасно знаем, что, как правило, задания, представленные в демо-версии, они несколько меняются, то есть либо классы поменяются, задания именно связаны с региональной историей.
вашего земляка, жизнь которого была связана. И задание 8 связано с заданием 7, чем известен ваш земляк. Коллеги, обращаю ваше внимание, что, пожалуйста, если мы пишем про Стефана Пермского, он не может стать Степаном. А мы помним такие случаи. Ну и, наверное, не совсем корректно будет, хотя вопросы у нас были среди, в том числе и Республиканского методического объединения, когда мы указываем Раису Сметанину как исторического деятеля, вашего земляка. Коллеги, да, заслуга ее перед развитием спорта в республике, она неоспорима, но можем ли мы считать ее историческим деятелем? При этом у нас есть выдающиеся личности, которые, например, в прошлом году мы праздновали юбилей Ивана Павловича Морозова. Почему нет? Да, и так далее. Тот же самый Юрий Алексеевич Спиридонов. В данном случае, наверное, будет корректно сказать, что это исторический именно деятель. Посмотрите, пожалуйста, да, ну и Перо-богатырь – вопрос. И последний, 4-й предмет – это биология, 90 минут, 10 заданий. Смотрите, задания очень разнообразные. Можно выделить 5 основных блоков. Часть заданий, это наибольшая часть заданий, основана на изображениях конкретных объектов. Таблицы требуют анализа изображений, данных, характеристики каких-либо объектов по предложенному плану, ну или по классификации. Далее, задание 2. Определение процесса жизнедеятельности. Умение пользоваться оборудованием с целью проведения биологического исследования, то есть ребенку нужно будет отобрать определенный набор оборудования, ну и умение распределять растения и животные по природным зонам, фактически мы это тоже с вами знаем. Ну и я напоминаю, что у нас в рамках экологического образования тоже очень много сделано, и в том числе, если вы внимательно смотрели, то и наш с вами регион туда тоже попадает, и растения, которые произрастают на нашем регионе. Ну и вы видите, задание 10, на мой взгляд, наиболее интересно, проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии. Задание достаточно интересно, обратите на него внимание, пожалуйста, и акцентируйте внимание наших с вами обучающихся. Вот такие 4 предмета по всероссийские проверочные работы в рамках проверки будут у наших с вами пятиклассников. В 6 классе, я напоминаю, у нас уже с вами 6 предметов. Это биология, русский язык, математика, обществознание, история, география. Здесь разбег также от 45 минут до 90. По биологии также, посмотрите, не разрешается использовать учебники, пишут час дети. И умение, в данном случае задание 8 наиболее мне показалось интересным, потому что 10 заданий на 60 минут вполне выполнимо. Но задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. Коллеги, вот с гипотезами мы все с вами прекрасно знаем, что у обучающихся с формулировками гипотез у обучающихся возникают определенные затруднения. И в данном случае акцентируйте, пожалуйста, на этом внимание. Опять-таки же не разрешается пользоваться ничем. Русский язык, так же, как и в 5 классе, мы с вами пишем 1,5 часа, 14 заданий. Задания также интересные. Но русский язык, он из года в год фактически представляет аналогичные задания, поэтому у детей не должно возникнуть сложностей. По математике обращу ваше внимание, что нельзя в данном случае пользоваться ни учебниками, ни справочниками, ни калькуляторами. Также, собственно, обучающимся выделяется 60 минут для написания данной работы. И вы видите, что иногда нужно там изобразить рисунок или требуемый элемент рисунка, то есть дорисовать. И опять-таки же есть задание, где требуется записать решение и ответ, поэтому обратите, пожалуйста, внимание наших с вами детей. Кроме биологии, русского языка и математики, мы с вами пишем обществознание, историю, географию, дети в 6 классе. Обществознание – это предмет, на который во всех классах отводится 45 минут. Вы видите, что фактически программные элементы, аспекты содержания базовых социальных ролей,
то, что проходится в 6 классе, и здесь никаких, собственно, противоречий нет. Начало основы межличностных отношений, поведенческие особенности человека, поэтому, обращаю ваше внимание, необходимо повторить терминологию, чтобы дети могли ей владеть. Далее, история отводится час, но практика показывает, что дети справляются раньше, гораздо быстрее. Как правило, 10 заданий. И задания также 2 части. Первая часть — история России, история зарубежных стран, так называемые средние века. И по истории вторая часть — задания по истории родного края, то есть Республики Коми. В данном случае приведены примеры. Назовите одно любое историческое событие, явление, процесс. Если в 5 классе личность, то здесь процесс, произошедший в вашем регионе. И какое значение имело указанное вами событие, явление, процесс для вашего региона или населенного пункта, или нашей страны, или мира в целом. Мы помним, что обучающиеся в прошлом году кто-то писал создание ЛПК, и там дальше в задании, получается, во второй части этого задания развивали значение постройки гиганта на Вычегде, для в целом России и мира в том числе, потому что международные контракты тоже заключены. Кто-то там приход Стефана Пермского, вслед за детьми, чуть не назвала Стефана Пермского в наш край. То есть, события различные. Коллеги, в любом случае дети посещают такой предмет, как история культуры народов Коми-края, поэтому тут сложностей возникнуть не должно. Единственное, нужно грамотно помочь детям на нескольких примерах показать, каким образом можно связать человека или каким образом можно показать роль данного конкретного человека или события, в данном случае, в жизни региона и страны. И география, посмотрите, не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями. И сейчас я вам покажу задание по географии, потому что в 6 классе одно из заданий, а именно задание 10, направлено на проверку знания географии родного края. Задание, мне кажется, достаточно несложное, и по логике ребенок должен справиться, если это будет оно. То есть вот оно задание по истории, и вот оно задание по географии. Посмотрите, запишите название региона, республики, области, края, автономного округа. То есть ребенок по логике пишет Республика Коми. Далее, главный город, интересно назвали столицу, Сыктывкар. Как называется населенный пункт муниципальный, тогда, в котором вы живете или расположена ваша школа. Тут тоже, собственно, сложности не возникнуть, я надеюсь, не должно у наших деток. И какие крупные объекты гидросферы есть на территории вашего региона? Составьте краткое географическое описание одного из них. Здесь уже необходимо включить географические знания у детей, но в курсе географии 6 класса это проходится, поэтому сложностей, я очень надеюсь, также наших деток не возникнет. Это все предметы, очень кратенько, которые будут проверяться у обучающихся 6 классов, и в данном случае предлагаю перейти уже к последнему, заключительному, 7 классу. Я напоминаю, что в рамках оценочных процедур 7 класса, я пролистала, у нас будет с вами 8 предметов. Начнем мы с базовых. Русский язык. Опять-таки же 14 заданий, все классические. Математика в 7 классе не разрешается пользоваться ничем. Вы видите, ни учебниками, ни справочниками, ни калькуляторами. То есть все задания, и в данном случае общественные наблюдатели необходимы как раз для того, чтобы проследить за тем, что мы ничего не используем, мы, наши обучающиеся. Кроме педагогических работников, в том числе и общественные наблюдатели. Поэтому вы видите тут точки на числовой прямой, то есть все в рамках предметной области, предметных знаний. Далее, следующий блок предметов. В 7 классе у нас добавляются иностранные языки. Для обучающихся 7 классов вы видите, что он состоит из 2 частей. Это письменная и устная. Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. То есть дети, вы помните, слушают фрагмент аудиозаписи.
выполняет по ней задание, должны что-то прочитать, выполнить задание, и проверяется. Устная речь включает в себя задания по чтению текста вслух и по повторению. Прошу прощения, здесь по говорению, простите, монологическая речь. 7 класс. Коллеги, мы с вами про это знали. Фактически, я так понимаю, надеюсь, что сложностей не будет. Физика – это еще один новый предмет, который появляется только в 7 классе. И уже в 7 классе вы видите, что для облегчения жизни и выполнения заданий наших обучающихся им разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. Но при этом обращаем ваше внимание, что если ребенок пришел на работу без калькулятора во время работы, во время выполнения задания, он не может попросить калькулятор у своего соседа, соседки и так далее. Это будет рассматриваться как попытка списать и так далее. Поэтому, пожалуйста, проговорите с вашими детьми, либо же сами заготовьте необходимое количество непрограммируемых калькуляторов. По истории в 7 классе в этом году немножечко, с моей точки зрения, усложнились задания, потому что 12 заданий, все здорово, но в этом году, как и в 11 классе, предполагается на блочное задание 10-11 2 модели. Первая модель предполагает работу со списком событий, процессов. Вторая модель с информацией, представленной в задании. Посмотрите внимательно, я их вывела, эти задания, потому что модель 1, и при этом надо обратить внимание ребенка, что ребенок может для выполнения 10-11 задания выбрать только одну модель. Он не может сделать, сделаю и то, и другое, а потом что зачтут. Он выбирает только одну модель, и 10 и 11, в данном случае оно не представлено, задание выполняет по этой модели. Если он выбрал вторую модель, тогда он выполняет и 10 и 11 задание по, соответственно, уже второй модели. Ну и, как я вам говорила, в данном случае, согласно первой модели, у нас есть перечень событий, и задания и 10, и 11 мы должны сделать по именно тому заданию, которое выбрано. То есть, если мы выбрали венчание Ивана IV на царство, Ивана Грозного, то и 10 и 11 задание мы выполняем по этому событию. Нельзя избирать для 11 задания, выбрать потом другую буковку, другое событие. И обратите внимание наших детей, потому что в прошлом году в аналогичных заданиях такие ошибки у нас были. И по второй модели укажите с точностью до десятилетия время, когда там что-то произошло, и, используя, объясните, почему вот это событие имело явление. То есть в данном случае ребенок должен выбрать то или иное. Монарх, факт, время, но с точностью до десятилетия. И, коллеги, я напоминаю, что если ребенок здесь указал, например, только 16 век, я сейчас не вижу, там, 17, 18, 20 век, век мы не засчитываем, десятилетие той или иной реформы. В данном случае 17. Далее, ну и 12. Помните, у нас такое задание уже было в одном из классов, по-моему, в прошлом году в 6. Напишите небольшой рассказ на тему истории нашей страны в названиях городов, сел, деревень, улиц моего региона. И в данном случае это задание перекликается с заданиями ВПР по истории в 11 классе, где обучающиеся должны указать, назвать название, простите за тавтологию, улицы в городе, которая посвящена какому-то историческому деятелю, герою и так далее. Поэтому здесь идет пересечение заданий. И в любом случае нас с вами окружают улицы. Причем удивительное дело, когда коллеги, наши дети упоминают такие улицы, как Ленина, а потом не могут объяснить, кто такой, собственно говоря, Владимир Ильич. Морозов, ну, улицу там правильно указали, а вот чем этот деятель был знаменит, известен, не могут. Поэтому поработайте, пожалуйста. Ну и далее последние 3 задания. Это обществознание, биология, география. В данном случае обществознание у нас с вами повторяет набор
проверяемых элементов, он повторяется с 6 классом. Это социальные роли, это основы межличностных отношений, поведенческие особенности человека, также 45 минут. Есть закрытые ответы, открытые ответы, развернутые слова, словосочетания, поэтому пусть детки повторят очень хорошо, внимательно терминологию, сложности здесь возникнуть не должно. Биология. Подчеркну, что задания усложняются по сравнению с 6 классом. И также нельзя пользоваться никакими справочными материалами. И вы видите, что задание, применение биологических знаний при решении не только каких-то теоретических, но в том числе и практических задач. И последний предмет в 7 классе – это география. Посмотрите, на него отводится 90 минут. В отличие от других классов, я напомню, что при выполнении работ не разрешается пользоваться ни учебниками, ни тетрадями, ни атласами, никакими другими справочными материалами. Все необходимые карты атласа, контурные карты, представлены в раздаточных материалах. И на них там дети выполняют те или иные задания. Но при этом вы разрешаете детям в 7 классе использовать в задании 2 калькулятор и карандаш. То есть эти моменты тоже должны быть детям озвучены, и дети должны прийти подготовленные. Коллеги, очень кратенько я постаралась проговорить особенности контрольно-измерительных материалов всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7 классах. Я надеюсь, что та информация, которая была представлена, была вам полезна. В том числе, мне кажется, возможно ее показать хотя бы частями родителям на родительских собраниях, чтобы родители представляли вот тот комплекс мероприятий, который ожидает их деток. И, то есть, прониклись вот этой ситуацией. Возможно, продемонстрировать родителям примеры заданий если мы говорим по 7 классу, по всем 8 предметам, чтобы родители тоже знали, понимали важность, нужность этого испытания, контрольного испытания. Я благодарю вас за внимание, буду рада ответить